Тела погибших при провале автомашины под лед недалеко от Синска были эвакуированы силами волонтеров. Напомню, автомобиль «Нива» с водителем и 3 пассажирами провалилась недалеко от села Синск Хангаласского района ночью 26 октября. 2 пассажирам удалось выбраться, 2 человека погибли. На следующий день добровольцы из числа местных жителей приступили к поиску и эвакуации тел. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Их следы видите? Они приехали оттуда. Лед начал ломаться, и машина провалилась в этом месте. Мы приехали утром, прошли сюда и, сломав лед, обнаружили резиновые сапоги, такие же, как у меня. Так было обнаружено тело первого погибшего. Машина ушла под лед в 60 метрах от берега на глубине 2,5 метра. Проделав канал до берега, волонтеры эвакуировали тело. Далее с корпуса моторной лодки удалось зацепить баграми трос к автомобилю. Добровольцы уже вытаскивали автомобиль, цепляли за багажник. И в тот момент мы помогли им, вытащили машину и в автомобиле обнаружили тело еще одно. 2 выживших пассажиров автомашины были госпитализированы с переохлаждением и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они уже выписаны, их состояние не внушает опасения врачам. Пил ли водитель машины, покажет расследование. На место провала лед составляет 8 сантиметров, глубина 2,5 метра. И в некоторых местах лед вообще тонкий, и есть проталины. Для вообще где-то в некоторых местах нету. И, конечно, хотелось бы предупредить людей, которые выезжают на охоту, на рыбалку, чтобы они не выходили на лед. Сейчас это смертельно опасно. В настоящее время на водных объектах республики отмечается процесс устойчивого ледостава. Напоминаем, необходимо учитывать безопасную толщину льда. Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин не менее 25 сантиметров. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Хангаласский район.